Вы на канале Свобода Премиум, з вами Алексей Знаткевич, і у нас на сувязі Андерс Ослунд, шведскі эканаміст, старэйшы навуковы супрацоўнік Атлантычнай рады. Гэта амерыканскі аналітычны цэнтр. І нядаўна гэты цэнтр падрыхтаваў дакумент, адным з 4 аўтараў якога з'яўляецца спадар Ослунд. Гэта дакумент з рэкамендацыямі для адміністрацыі новай прэзідэнцкай адміністрацыі США на чале з Джо Байденам. І мы паговорым са спадаром Ослундам менавіта пра эканамічную частку гэтых рэкамендацый. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Ослунд, вот одна из рекомендаций, которая содержится в этом документе, это возможность санкций против российских компаний, которые захотят завладеть активами в Беларуси, воспользоваться моментом и захватить эти активы. Могли бы вы, там называются конкретные названия компаний, конкретные даже фамилии, могли бы вы рассказать для нашей аудитории, что именно имеется в виду? Да, мы знаем достаточно хорошо, что Россия хочет, потому что Путин это пробовал в 2011 году, но ему не совсем получилось. Что идея, в принципе, это взять главные предприятия Беларуси и первое, это, конечно, Беларусь Кали, которая очень важная компания. И, как ни странно, есть Уралкали в России, которое очень похожее предприятие и тоже по размерам. И, естественно, что Путин хочет, что Уралкали покупает Беларусь-Кали. Конечно, это будет дешево. Из-за того, что нет других покупателей в Беларуси, чем русские бизнесмены сейчас. Другие боятся под этим условием, что они будут покупать, потому что, вероятно, они не могут это покупать. И другое – это Гродно Азот, который тоже хочется купить. И там Уралхим является естественный покупатель. И там есть один собственник, Дмитрий Мазепин, который случайно является белорусский гражданин, и он, ну, тоже русский гражданин, и он является председателем Российско-Белорусской Business Association. И они будут тогда вместе, что Дмитрий Мазепин получил, что я вижу из российских газет, приблизительно 5 миллиардов долларов в кредитах от ВТБ. И сейчас он получит $1 миллиард от Сбербанка, чтобы покупать большую часть Уралкали. Недавно Мазепин уволил генеральных директоров и Уралкали, и Уралхим. Но эти два человека остаются в компании на высоких постах. Почему? Ну, выглядит, что он освободил их, чтобы они могут взять контроль над Беларусь-Кали и Гродно Азот. Что это достаточно ясная модель, и Мазепин человек в первом ряду. И тогда, я думаю, хорошо говорить об этом, как я сейчас делаю, что мы показываем, что мы знаем, что происходит. И это, конечно, с деньгами российского государства, ну, через ВТБ и Сбербанк. Что Мазепин, оказывается, Forbes его не считает миллиардером сейчас. И что это значит? Ну, он работает с государственными деньгами. Что это как-то новая модель Путина, что он использует бизнесменов, чтобы контролировать разные страны. Как Дерипаска имеет большую роль
в Киргизстане, и в Армении, и тоже пара других странах. И Мазепин – это его человек для Беларуси. Тоже есть другой человек, Михаил Гуцерьев, который был генеральным директором Славнефти. Сейчас он среди самых богатых людей в России, и он имеет свою компанию, или он может содействовать Славнефтю или Роснефтю. И он играл большую роль в Беларуси, и это через него, как Славнефть купил, по-моему, 42% нафтан. Что нефтеперерабатывающие заводы, нафтан, Мозыр, это другие компании, которые хочется купить. И нафтан более-менее уже купили, но на половину. И Мозыр это следующее. Что мне кажется, что это 4 очевидные цели, которые Россия имеет в Беларуси, и лучше об этом говорить и сказать, что, извините, если это случается, когда США должна ввести санкции. Насколько, по вашему мнению, для таких людей, как Мазепин и Гуцериев, опасность этих санкций будет сдерживающим фактором? Насколько они на самом деле будут бояться этих американских санкций? Насколько США имеют рычаги влияния в этой ситуации? Ну, они действуют с международными компаниями, и Гуцериев – это очень богатый человек. Не помню сейчас, но приблизительно 10 миллиардов долларов – это его состояние. Тогда всегда имеешь много денег в разных странах мира. И Гуцериев можешь кое-что делать в России, но он потерял бы огромные деньги, если он не мог действовать за рубежом. Для Мазепин, ну, его компания Уралхем и Уралкали большие экспортеры, что ему важно, чтобы он может торговать. И если он будет под санкциями, тоже его компания будет под санкциями, что для него это мне не важно, что случается с его деньгами, может быть, как он работает с государственными деньгами, не со своими деньгами, как Гуцериев, но для его предприятия это большая проблема. Возвращаясь к господину Мазепину. В августе господин Мазепин заявил, что было бы неплохо создать Комитет национального спасения в Беларуси, который проводил бы переговоры с властью. И вот эта идея, по-вашему, она свидетельствует о его каких-то политических амбициях, или это была часть плана для приватизации, возможной приватизации Беларусь-Калия и Гродно-Азота? Почему не делят и первое, и второе? Здесь противоречия нет. Я тоже вижу, что Мазепин играет достаточно большую благотворительную роль в Беларуси, что, конечно, помогает и для бизнеса, и для политики. Кроме рекомендаций насчет российских компаний, есть в вашем документе тоже рекомендация для санкций против тех белорусских компаний, которые занимаются именно финансами господина Лукашенко. Есть ли у вас потенциальный список таких компаний? Потому что как раз санкции Евросоюза критиковали из-за того, что туда не попали те люди, которых называют иногда кошельками Лукашенко. Ну, здесь есть
расследование этих дел. Я это недостаточно хорошо знаю, чтобы я могу их называть, что я это не делаю. Но есть хорошее понятие по этому поводу. Вот одна из рекомендаций, насколько я понял, в дискуссии, которую проводил Атлантический совет, это чтобы спецслужбы США провели расследование финансовых активов Лукашенко на Западе и, возможно, в других странах Ближнего Востока. Насколько, по-вашему, это реалистическая возможность? Ну, это совсем реалистически и возможно. И особенно сейчас из-за того, что есть новая прозрачность в финансах уже в Европейском Союзе, скоро будут тоже в США, из-за того, что США сейчас приняли новый закон против умытия денег, что тогда намного легче будет найти таких денег, когда надо назвать настоящего собственника, чтобы держать деньги вообще на Западе, что сложнее и сложнее сейчас будет скрывать денег. До сих пор это было достаточно легко. Сейчас сложно будет. Но вы имеете в виду именно деньги в странах Запада? А если эти деньги, например, в арабских странах, насколько реалистично для американских спецслужб? Ну, вы знаете, это так работает. Что хочешь, чтобы скрывать деньги за рубежом? Первое, хочешь хорошее правосудие. Это значит, что достаточно мало стран. Это западные страны и бывшие английские территории. И второе, хочешь анонимные предприятия, чтобы можно скрывать деньги. И третье, что очень важно, хочется большие, глубокие финансовые рынки, чтобы можно скрывать много денег. И где это возможно? В принципе, это только в двух странах, США и в Англии, где достаточно большие финансовые рынки. Что обычно что делается? Это что деньги выходят через, раньше это был Кипр, сейчас это не так очевидно, потом Карибские острова, чтобы организовать больше предприятий, потом конце Кайманских островах. И от Кайманских островах огромные деньги входят в США через Уилмингтон, Делавэр в основном. И там есть пара миллион анонимных предприятий, которые действуют в США. И Кайманские острова имеют огромные фонды в США. 1 триллион 900 миллиардов долларов. Что Кайманские острова, где живут 60 тысяч человек, является вторым инвестором в США после Японии, ну да, Китая. И никто об этом не говорит. И там достаточно много российских денег. Сейчас им нужно будет назвать настоящих собственников, и тогда это совсем другое. И это тоже значит для белорусских денег, что мало места. И какие черные дырки существуют сегодня? Практически только Дубай, который важная дырка, где, вероятно, Лукашенко имеет свои деньги. И это я слышу и догадываюсь, что это так, но не знаю. И тогда, если это действительно дело американского правительства, тогда они это найдут. Немножко другой финансовый вопрос. В этом документе, в этих рекомендациях говорится, что Беларуси на этот год нужно 6 миллиардов долларов
замежного финансирования, и что пока единственным источником, возможно, только Россия. Вот если удастся как бы удержать российских олигархов, которые с использованием государственных денег хотят приватизировать эти белорусские предприятия, какие вы видите альтернативы для Лукашенко и для его режима, чтобы найти иностранное финансирование? Очень мало возможностей. И в июне прошлого года Беларусь продал еврооблигации на рынке чуть больше $1 миллиарда. Сейчас это невозможно. Я думаю, из-за того, что никто не хочет покупать белорусские облигации, неизвестно, что будет в Беларуси, тогда и вероятно невозможно продать облигации, и вероятно были бы какие-то санкции против этого тоже. Если был нормальный режим в Беларуси, как должно быть после Лукашенко, тогда это было естественное дело МВФ, никаких особенных проблем. Но сейчас это выглядит очень сложно, и это значит, будет мало денег у Лукашенко. А скажите, пожалуйста, вот какие последствия для белорусской экономики могут последовать и когда, если российское финансирование ограничится вот этими 1,5 миллиардами, которые обещал Путин, и если не будет новых российских кредитов, какие последствия могут возникнуть для белорусской экономики? Что вы прогнозируете? Ну, такая обстановка, как было в 2011 году, когда белорусский рубль сильно упал, и инфляция в том году была чуть больше 100%. Но это будет настоящий финансовый кризис, потому что сейчас так мало возможностей финансировать. Немножко денег, вероятно, будет от Китая, но не столько, что это имеет большую роль. Государственное агентство Белта недавно сообщало, что Александр Лукашенко проводил какие-то переговоры с Китаем, и он попросил, чтобы Китай покупал больше продукции Беларусь-Калия. Вот, по-вашему, Китай может серьезно в чем-то заменить Запад как торгового партнера Беларуси? Ну, возможно. Скажем, удобрение хочется, и это именно удобрение. Китай, конечно, имеет огромное сельское хозяйство, независимо от того, что очень много импортирует продовольствие, что это возможно, но это не решает проблемы. Но что я не считаю, надо делать, это санкционировать торговлю с Беларусью, потому что это только значило, что Беларусь больше зависит от России, что если надо санкционировать какие-то предприятия, бизнесмены, тогда надо взять российские предприятия, которые выступают фактически как агрессоры в России, и не белорусских предприятий. И тоже из-за того, что если начинаются санкции, они обычно быстро не кончатся. Что может тогда случиться, что Беларусь имеет санкционированные предприятия после освобождения страны от Лукашенко, тогда санкции остаются, сильно мешают экономические перемены. Мы видим такие вещи достаточно событий в достаточно многих странах. И еще хотел бы спросить про совсем другие санкции. Когда мы говорим про Россию, вот вы сказали, угроза для тех олигархов, которые захотят воспользоваться ситуацией и захватить, возможно, какие-то белорусские предприятия за бесценок. Но в рекомендациях еще говорится про
переговоры с Россией насчет невмешательства в ситуацию в Беларуси силовыми способами, невмешательства с помощью спецслужб и, возможно, даже каких-то военных операций. И там говорится, что России нужно серьезное предупреждение, конкретное предупреждение, что это повлечет за собой очень серьезные санкции. Вот обсуждали ли вы конкретно, что должно сделать американское правительство и про что оно должно предупредить российское правительство на случай такого вмешательства России во внутренние дела Беларуси? Ну, это, скажем, естественное дело, что санкционирует множество людей, и США до сих пор санкционировал достаточно мало людей, и это именно это силовики. Это тоже должны быть пропагандисты, которые работают для Лукашенко. Это, конечно, тоже те же самые люди в России. И США уже достаточно много сделал по поводу санкций против России из-за агрессии в Украине. И, вероятно, больше таких санкций будет тоже по поводу Беларуси. Как вы считаете, вот та ситуация, которая сейчас складывается в России, начало протестов и то, что Путину придется в ближайшее время, возможно, тоже силовым способом давить эти протесты, насколько это меняет внимание для Беларуси, насколько это, с одной стороны, улучшает перспективы Беларуси или ухудшает? Ваше мнение? Но это во многом зависит от того, насколько серьезная обстановка будет. Если будет очень серьезно, тогда, вероятно, это помогает Беларуси. Если будет не очень серьезные проблемы для Путина, тогда это осложняет ситуацию в Беларуси. Но, конечно, Запад здесь имеет достаточно большую роль. И что мы предлагаем по этому поводу, это что мы принимаем этого списка людей для санкций, которые Владимир Шурков опубликовал от Навального. Там 8 человек. Главные – это самые важные олигархи, которые очень близки Путину. Роман Абрамович и Алишер Усманов. И тоже там руководители ВТБ и ВБ, Андрей Костин, который уже под санкциями в США, и Игорь Шувалов, который руководитель ВЭБ. И третья группа – это сыновья начальников ФСБ, Денис Бортников и Дмитрий Патрушев, который сейчас имеет очень высокие посты. Денис Бортников, вице-президент ВТБ, и Патрушев, он сейчас министр сельского хозяйства. И почему они там? Только из-за того, что их отцы высокие КГБшные генералы и друзья Путина из Питера. Что надо санкционировать таких. И седьмой человек на списке Шуркова – это Владимир Соловьев, скажем, второй пропагандист по значению в России, и Дмитрий Киселев уже под санкциями США. И в конце списка министр здравоохранения Михаил Мурашко, из-за того, что он пробовал остановить выезд до Навального в Германию. Что это очень солидный список, и это приблизительно столько, что надо. Но что важно здесь, это что совсем другое будет сейчас, когда Байден президент. Байден прекрасно понимает
России, бывшего Советского Союза, и он знает, как заниматься с Путиным, и не будет осторожным по этому поводу. Но будет переоценка санкций вообще под новой администрацией здесь, в США, что это все еще немножко рано сказать, что будет. И у меня такой последний вопрос. Вы были советником российского правительства в начале 90-х. Вы работали с Егором Гайдаром, с Анатолием Чубайсом. Тогда вы написали 2 книги, которые напрямую связаны про переход России к рыночной экономике, а потом от рыночной экономики к клептократии. Вот как вы считаете, тогда при переходе к рыночной экономике в начале 90-х были уже какие-то зерна, что-то уже заложено, что потом позволило Путину прийти к власти и создать вот эту теперешнюю систему? И что белорусам нужно сделать, чтобы не повторить вот этих российских ошибок? Поскольку в Беларуси по-прежнему такая очень государственная система, чтобы когда будут рыночные реформы, чтобы это не превратилось в какое маленькое подобие России. Спасибо вам, отличный вопрос. Я думаю, что самое главное – это уволить всех КГБшников. Все люди, которые занимаются репрессией народа населения. И Ельцин, он уволил половину, это недостаточно. Он разделил КГБ в 5 разных организациях. Это недостаточно. Надо закрыть такое заведение, как КГБ. Второе, что я тогда считал ошибка Ельцина, это что он не организовал ранние выборы на всех уровнях. И он ждал слишком долго, и из-за того он думал, что он мог решить все через указы. Так невозможно. Надо иметь нормальный демократический парламент, который работает. И тоже важно, что парламент решает, и чтобы президент не имеет слишком много власти. Это мы видели сейчас в США, какие проблемы, когда президент имеет слишком много власти. И потом, конечно, судебная система, чтобы судьи работали. Фактически в бывшем Советском Союзе суды не работают нигде, может быть в Грузии, но это значит, что нет права собственности. Надо иметь нормальные суды, иначе приватизация не может функционировать, потому что все время идет распределение собственности. Как мы видим в России, в Украине, в самом деле в этом смысле лучше Беларусь. Я думаю, что белорусские судьи намного лучше действуют, чем украинские судьи, да? Но после того, что происходит сейчас, когда закон фактически отключен, и все судьи, которые судят людей, которые участвуют в протестах, они не просто нарушают закон, они фальсифицируют эти... Возможно ли быть нормальным судьей в экономических вопросах, если ты судишь людей по телефонному звонку и даешь им сутки, даешь им годы тюрьмы за участие в протестах? Я знаю российских бизнесменов, которые переехали в Беларусь из-за того, что там легче защищать собственность, чем в России. Так, это была ситуация, это многие говорили, но после ситуация очень сильно поменялась еще в худшую сторону после августа 2020 года, когда фактически судебная система в Беларуси оказалась сломана вот этой ситуацией с протестами. Да. Сможет ли она обновиться с этим составом судей? Или его нужно тоже менять, как вы говорили про КГБ?
Но я думаю, что надо изменить верховные судьи и иметь новые судьи там. Но я думаю, сейчас больше всего по экономическим вопросам белорусские судьи намного лучше работали, чем в России, и, вероятно, хуже работают в Украине, потому что в Украине это прямая коррупция, что кто больше платит, победит в нижних судах. Потом высшие судьи, они достаточно хорошие, но низшие судьи в Украине – это полная коррупция. Мгм. То есть, когда вы говорите про белорусскую судебную систему, вы имеете в виду систему экономических судов? Да, это что я имел в виду, что это из-за того, что есть какие-то возможности защищать собственность в Беларуси, что не существует в России или в Украине. Если правительство против тебя в России, то тебе надо ехать в течение 48 часов. И в Украине можно решить проблемы, но не через правосудие. Ну, я подозреваю, что и в Беларуси теперь, если правительство против тебя, то надо уезжать, наверное, даже лучше быстрее, чем через 40 лет. Да, ну это особенно политическая обстановка сейчас. Сложно сказать, насколько это глубоко. Ну, конечно, вы правы в том, что есть сейчас. Но вот, извините, тогда еще один вопрос задам. Если вот завтра неожиданно, вот именно завтра поменяется правительство, да, и насколько, по-вашему, быстро можно провести реформы в такой стране, как Беларусь? И, ну, как я сказал, надо убрать КГБ и похожие организации. Второе, надо организовать парламентские выборы. Третье, надо изменить Конституцию, чтобы президент не имеет много власти, но чтобы это будет парламентская республика. Что, скажем, вибори через несколько месяців. Я нагадаю, з нами на сувязі Андерс Ослунд, шведський економіст, старейший науковий супрацовник дослідчого центру, американського дослідчого центру Атлантична Рада, Atlantic Council. Дякую велике. Заставайтеся на Свободе Преміум, підпишіться на нас, будь ласка, натисніть колокольчик, звоночок під гэтым відео. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.